Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Туризма» и «Народные ремесла». Туризм сегодня является одним из важнейших экономических и социальных направлений страны. С каждым годом в Таджикистане число туристов увеличивается. Это означает, что Таджикистан очень хорошо развивается в сфере туризма. Кристина Титова, туристка из Федерации России, и ее муж Рикардо из Мексики уже объехали более 14 стран мира и наконец-то доехали до Таджикистана. Что они думают о Таджикистане и какие у них впечатления, вы можете узнать сразу после просмотра программы, пока мы ждем их в Парк Победы. Я никогда такого не видела. Здравствуйте. Кристина, добро пожаловать в солнечную страну. Welcome to Таджикистан. Спасибо большое. Как доехали, как было путешествие? Без проблем добрались очень легко до С вас. помощью автодомиком, да? Да, на нашем доме на колесах. Ну, как вам все тут устроено, насколько это комфортно? Вы можете показать Давайте мы сначала? вам покажем. Да, Хорошо. конечно, Хушамадет, наш домик. Thank you very much. It's perfect. Нашим телезрителям тоже, наверное, очень интересно, как вы решились на такое путешествие и насколько вы подготовились к данной поездке. Это была наша мечта, это действительно так. На протяжении многих лет мы хотели сделать такое большое. Мы очень часто путешествуем по Европе, постоянно практически каждые выходные мы ездим. Нужно было сказать, что мы живем в Европе, мы живем в Германии.
И практически каждые выходные мы проводим в Альпах, потому что нам нравятся горы. И нам захотелось чего-то большего, чем просто выходные, поездка на выходные. И такое большое путешествие было нашей прям большой мечтой. Мы начали планировать, наверное, со дня нашей встречи. Практически сразу же мы думали о чем-то таком большом, грандиозном. И когда мы купили наш дом на колесах, то мы купили просто машину пустую, мы постепенно начали ее обставлять. И каждый раз делали небольшие поездки и смотрели, как нам это подходит, удобно, неудобно, как лучше перестроить, подходит ли нам такой душ или нам нужно больше места. В общем, подстраивались под нас конкретно. И, наверное, мы готовились к нему всю нашу совместную жизнь, к такому путешествию. Естественно, мы копили деньги. То есть сейчас мы не работаем оба, естественно, не получаем никакого дохода. И наше путешествие мы осуществляем на накопленные средства, потому что мы очень долго к этому шли. Очень большая подготовка, прям вот когда мы планировали, расписывали, какие места мы хотим посетить, составляли наш план, нашу дорогу. На это ушло, наверное, где-то 3 года. 3 года. Ваши первые впечатления? Это было действительно очень, я бы, наверное, сказала, волнующе, потому что в один момент мы стали бездомными. То есть 1 марта 2023 года мы отдали ключи от нашей съемной квартиры, и в этот момент мы стали действительно бездомными, у нас нет дома больше. Мы стали жить, конечно же, в доме на колесах, мы подготовились, естественно, дом у нас уже был, но вот такого, как в обычном понятии понимания дома, у нас не стало. И, наверное, было... Я спрошу у него, мне было очень волнительно, но тем не менее не было как-то грустно, что ли. Я знала, что меня ждет что-то большее, что-то интересное, поэтому грустно не было. Так как вы впервые в Таджикистане, да, вот ваши впечатления? Первое наше знакомство, оно было с Памирским трактом. Мы въехали через Кызыл-Арт в Таджикистан, и он говорит, что первое, что на него произвело большое впечатление, это эти горы. Практически такое ощущение, что ты вернулся к истокам, когда Бог создавал землю, и вот эта первозданность, первозданная красота его очень сильно поразила. Это такая концентрация природной красоты, которую ты не сможешь найти ни в одном месте. Его это очень впечатлило. То есть перед этим у вас была уже информация о Таджикистане, но когда увидели уже другое, да, впечатление уже, то есть эмоции уже другие, да? Я сибирячка, я из Сибири, и обычно, куда мы хотим сибиряки, мы мерзнем постоянно, мы хотим на море. Поэтому Таджикистан для нас такое больше экзотическое направление. И я единственное, наверное, что знала, да, это о том, что здесь есть горная цепь Памир, горная система Памир. Наверное, на этом и все. Но когда мы въехали сюда, мы въехали вот как раз, да, Кызыл-Арт, Памирский тракт, эти горы, эти снежные пики, такая невозможная красота. Кажется, до этих гор можно вот они дотянуться рукой, но это семитысячники, да, они такие высокие, это такая мощь, такая... это действительно оказывает прям большое впечатление на меня, оказало. И когда мы стали спускаться, добавились еще озера, мы были вот Каракольское озеро, Яшелкуль, Булункуль, Сасыкуль. Невероятная красота, когда в глади озера отражаются снежные вершины, летят эти птички, и ты видишь их отражение. Это невероятно красиво, это тотальная тишина, спокойствие. Вы вошли через Мургаб, да? Да. Караколь, Мургаб. Дальше мы въехали в Ваханскую долину. И это было тоже очень большим впечатлением, потому что мы въехали как раз осенью. Такая яркость красок. Мы только что были там на перевалах, где 4000, там поселок Аличур, самый высокогорный поселок на постсоветском пространстве, где не растет даже картошка, где очень тяжелая жизнь, суровая. И здесь мы въехали в эту долину, и все такое яркое, настоящая золотая осень, все пышит красками. Это оказало... Тут же эти снежные вершины, тут же река, и все такое невероятно
пышное, красивое. Было действительно очень красиво, произвело большое впечатление. Мы также там посетили горячие источники, Биби Фатима и Гарм Чашма. Да. И вроде бы казалось, мы просто ехали, но каждый раз мы видели вот эти пейзажи, нам никогда не было скучно. То есть природа настолько красивая, что мы не переставляли удивляться этой красоте. Когда мы въехали в Таджикистан, въезд в страну находится сразу на большой высоте, 4200, точно сейчас не помню сколько. И это все было за такой резкий период, да, мы находились еще в Кыргызстане на 3200, и мы резко въехали на 4200 и сразу ночевали на границе, то есть на такой высоте. Это было для нас немножко тяжело, для нашего организма, такой большой набор высоты за короткое время. В этот же день у нас не стала заводиться машина, потому что это уже достаточно высокая, большая высота. И я не знаю, это было связано с нехваткой кислорода или... Ну, в общем, машина перестала заводиться. Было немножко сложновато. И он решил, когда мы только въехали, он хотел Памирский тракт сделать на велосипеде, проехать его на велосипеде. Но было это тоже очень тяжело, потому что крутить педали на равнине и крутить педали на такой высоте гораздо сложнее. Ну, без приключения не обойтись, Это да? точно. И Этим самый интересно. запоминающий, какой у вас был? Que lo más que tú te grabaste, que más impresionante para ti fue? Que hay muchos lugares en donde no hay absolutamente nadie y que tienes realmente la montaña, el río, el lago para ti solo. Es una experiencia única. Говорит, что есть очень много, для него, я сейчас отвечу про себя, есть очень много мест, где нет действительно вообще никого, ни одного человека, и горы только для тебя, природа только для тебя, и ты стоишь там, ты один, и ты видишь всю эту красоту, и это его очень сильно впечатляло. Это как люксус. Не во всех местах ты можешь это найти. И я думаю, что мне это то, что понравилось ему больше всего, а мне, наверное, больше всего понравились люди. Ну, нельзя, конечно, да, вы меня про место спрашивали, наверное, больше, но, знаете, могут быть супер красивая природа, не знаю, инопланетная, мы можем на Марсе быть, но если к тебе не очень хорошее отношение, то сразу вся красота, она меркнет. И здесь, я сейчас это буду вам говорить не потому, что мы находимся в Таджикистане и вы берете у меня интервью, это правда. Самое красивое, что есть в Таджикистане, это 100% люди. В моем личном рейтинге Таджикистан находится на первом месте по гостеприимству. Потому что когда мы въехали, первое, что кто нас встретил, это памирцы, и у них было вот такое выражение «давайте почаевничаем». Почайкуем. И вот это почайкуем, это слово, оно дает такой теплотой, такой, не знаю, нежностью, таким гостеприимством. Я это слово больше нигде не слышала, мне кажется, это вот чисто в их регионе вот такая открытость. Как они пришли нам на помощь, мы в Мургабе въехали нечаянно 2 колесами с одной стороны в канаву. И это как-то произошло так, мы даже не поняли, как это получилось. И когда это произошло, на улице не было абсолютно никого, пустая улица. Мы выходим из машины, как-то, значит, понимаем вообще, как так получилось, что произошло. И буквально через минуту, даже я бы сказала через секунды, как-то подтягивается народ, кто-то принес бревно какое-то нашли, тут камни, домкрат, трос. И все это настолько быстро, я, если честно, даже не успела понять вообще, как это все произошло, но нас уже вытянули. То есть вот это умение прийти на помощь, даже когда мы не просили, мы, собственно, не просили, мы еще были сами в шоке, но нам уже помогли. И то, как относятся к нам сотрудники полиции, как относятся, милиции, извините, как нас встретили на таможне. Мы очень часто, естественно, так как мы передвигаемся на машине, мы очень часто имеем контакты с сотрудниками милиции и с таможенной службой. И вот это отношение, такого гостеприимства мы не встречали нигде.
Это правда, этим я влюблена в Таджикистан. Я абсолютно честно, открыто это говорю. Действительно, твое сердечко оттаивает, и это невероятно приятно и радостно, и, конечно, в таком месте путешествовать очень хорошо. Да, действительно, с удовольствием. Таджикистан больше всего известен своей культурой во всем мире, и насколько вас привлекло эта культура, и какие исторические места вы посетили, и вам было интересно? Действительно, это большая история, это на протяжении многих веков сохранно там. Это действительно впечатляет, такая история. И у вас таджикская культура, она не только связана с восточной культурой, у вас переплетение и западной культуры, тем она интересна, что она такая многогранная, такая разная, и это очень интересно, это привлекает. Я считаю, что это очень красиво, когда есть элементы своей национальной одежды, не просто повседневной, насколько мы сейчас привыкли, удобной, а вот именно элементы национального стиля, это очень красиво. Наверное, вы уже пробовали таджикскую кухню, да? И как вам вкус, настолько вам понравилось это? Мне лично нравится очень сильно умение приготовить мясо. Всегда оно, в любом месте, куда бы ты ни пришел, оно всегда сочное, оно очень-очень вкусное. И мне кажется, что люди, которые из Таджикистана приезжают, к примеру, в Россию, мне кажется, они потом очень сильно скучают по своей кухне, по этому мясу. Говорит, что ему больше всего он запомнил блюдо, которое мы ели в Кулябе. Оно называлось кебаб. Это мясо с луком. И это было очень вкусно, тоже сочно. Шашлык es otro, esto fue кебаб. Может, вы пробовали еще самые популярные, известные национальные блюда, плов? Плов, конечно, да. С рисом. Да. А во время поездки возникли у вас какие-нибудь проблемы? Потому что путешествий без проблем не бывает. Наверное, так как мы путешествуем на доме на колесах, естественно, самые большие проблемы, которые у нас могут случиться, это то, что связано с машиной, на мой взгляд. И у нас... я сейчас вам не знаю, как это сказать. Значит, один ролик в машине заклинило. Я забыла, как он называется, но это не был подшипник, это было что-то другое. В общем, мы практически, как раз когда мы поехали вот в долину реки Бартанг, там нет связи. До того места, докуда мы шли, там нет даже дороги, туда добраться можно только пешком, и с нами случилась вот такая не очень приятная ситуация, когда у нас практически порвался ремень, он уже был наполовину порван, и нам нужно было добираться до... Мы не знали как раз, куда ехать, либо ехать в Душанбе, либо возвращаться в Харок. Это было, немножечко для нас так... страшно, потому что если бы мы остались среди ничего и без помощи... Все-таки наша машинка, спасибо ей, она у нас новенькая, поэтому она вынесла все это очень хорошо. Мы доехали до Харога, до СТО. Да, мы обратно вернулись 65 километров. Я не знаю, как мы доехали на половину порванном ремне. Мы, конечно, скрипели очень сильно, воняли очень сильно, но тем не менее мы доехали, и спасибо сотрудникам того СТО, они нам помогли. Но это было, правда, очень экстремально для нас. Мы находились в горах, как бы мы адекватно понимаем, что Памирский тракт — это большое высокогорье, и, конечно, не повсюду будет интернет, мне кажется, что это нормально, логично, это все-таки большая высота. Не повсюду был интернет, но, тем не менее, мы находили точки, где мы можем связаться с родными, сказать, что там с нами все в порядке. Хорошо. Как вы получили визу? Не было проблем с визой? У нас, слава богу, нам, ни ему, как граждану Германии, ни мне, как гражданке России, нам не нужна была виза, если мы находимся меньше 30 дней. Мы пока что находимся меньше 30 дней, поэтому нам виза не нужна была. Разрешение на нахождение в ГБАУ мы оформили при въезде. ¿Puedo decir que hicimos esto cuando entramos o hicimos esto en Ош? Разрешение мы получили в городе Ош, еще в Кыргызстане. И потом оформление регистрации мы сделали в Мургабе. Все прошло довольно-таки, спасибо тоже большое сотрудникам
паспортного стола в Мургабе, они нам очень помогли, сделали абсолютно беспроблемно. Это тоже, вот опять-таки вернемся, да, к людям, когда вот этот человеческий фактор, когда люди тебе помогают и не вставляют палки в колеса, не придумывают какие-то дополнительные пошлины, не тянут время, это действительно... То есть вовремя помогли все, Да, да, это прям действительно я очень сильно благодарна. Если они сейчас меня смотрят, я вам... В итоге вы уже доехали до Душанбе, и как вам столица Таджикистан, Душанбе? Me impresionó porque está muy ordenada, Его впечатлило очень сильно, потому что здесь большой порядок. no está como otras capitales de Asia Central que Не похоже на другие столицы Средней Азии. Насколько развита инфраструктура? Как вы оцениваете? А мне понравилось, что очень большие широкие дороги. Опять-таки, нам это очень важно, чтобы не проселочные были улочки, а большие проспекты. Мне понравилось еще, очень сильно меня впечатлило, что следят очень за порядком. И мне очень понравилась архитектура, очень много современных зданий. Также есть какие-то исторические элементы. Какие места вы уже в Душанбе посетили, успели Мы посетить? были в парке Рудаки, там национальный музей. Мы не были прям во многих местах в Душанбе, потому что мы сюда приехали, вот встретились, собственно, с вами, и дальше, как мы по плану, мы хотели ехать в горы, Фанские горы, чтобы там не было еще так сильно холодно. Поэтому мы посетили вот, собственно, центр Душанбе, который впечатлил вот этой дорогами в хорошем смысле слова и порядком, вот так бы я сказала, и архитектурой. В основном ночеваете у себя в автодомике, да? Не Да. пользуетесь гостиницами? Мы пользуемся гостиницами очень редко, только когда, если мы, к примеру, болели, когда хочется просто лежать, чтобы никто тебя не отвлекал и никого не слышать, никого не видеть, тогда мы можем снять номер и провести время в гостинице, но, наверное, 99% времени нашего мы спим в доме на колесах. Как вы думаете, насколько потенциала у Таджикистана в сфере развития туризма? Мне кажется, огромный потенциал, потому что, как я уже сказала, здесь настолько гостеприимные и открытые люди, здесь абсолютно безопасно, здесь тебя уважают, здесь приятно находиться, что 100%, конечно, будет привлекать, ну, по крайней мере, меня, это точно, это первое место для меня. Люди. Да, это люди. Ну и, конечно, красивейшая природа. Здесь действительно есть что посетить. Как я уже сказала раньше, я думала, что это только горы и все, но здесь есть невероятная природа, как я уже говорила, это озера, горячие источники, вот такие деревни, до которых не ходят ни машины, не ездят поезда, не летают самолеты, до которых нужно идти только пешком. Это действительно уникальные места, которые может предложить, наверное, только Таджикистан. И какие планы в дальнейшем? Мы хотим, нам очень интересно Центральная Азия, мы хотим посетить Иран. Все очень сильно может поменяться, и мы смотрим, живем, так сказать, сегодняшним днем. Где нам будут рады, туда мы и поедем. То есть, смотря на обстоятельства, обстановку там. Да, в зависимости тоже от визовых вопросов. Если мы хотели раньше, к примеру, ехать через Туркменистан, сейчас мы этот план отмели, и поэтому думаем, может быть, Афганистан, а может быть и не Афганистан, может быть, мы вернемся заново. То есть мы пока все очень мобильно, и точно сказать мы не можем. Хотели бы в конце ваши пожелания или что-нибудь добавить для зрителей? ¿Qué tú puedes decir a personas que te están mirando ahorita? Pues que cualquiera que sea su sueño, que deben de luchar por él. Если у вас есть какая-то мечта, то обязательно боритесь, идите к своей цели, Que aunque lleve tiempo lograrlo, несмотря на то, что это может занять какое-то количество времени, но обязательно добейтесь своей цели, своей мечты. de cualquier manera el tiempo va a pasar. В любом случае время пройдет, но вы окажетесь с тем, с чем вы, собственно, о чем мечтали, чего вы хотели. Que los invito a ver nuestra aventura en nuestro canal de YouTube. Он приглашает приглашает вас зарядиться
мотивацией, что ли, путешествовать, осуществлять свои мечты. Вы можете посмотреть на его YouTube-канале нашу подготовку к такому путешествию. Рекомендации. Какие места вы можете посетить, может быть, вам что-то приглянется, и вы подумаете, туда я хочу. Я вам, наверное, тоже желаю осуществлять свои мечты, много путешествовать, потому что путешествие, оно очень сильно расширяет ментальные горизонты. Ты, когда знакомишься с другой культурой, это меняет и тебя в том числе. Я очень много чего поменяла, и даже в своем поведении, благодаря этому путешествию. Ну и, конечно, это очень сильно обогащает, поэтому я желаю вам много путешествий. Зарядила, отправила вам. Перед тем, как мы заканчиваем нашу передачу, мы бы хотели, чтобы Рикардо нам еще раз сыграл на гитаре, если, конечно. Soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte, ya sé que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, te dijo que si nos casamos y Antoine bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Хорошо, еще раз добро пожаловать. Спасибо в Таджикистан. большое. Спасибо за очень теплое беседование, за теплое интервью. И в конце у нас есть такая традиция, как бы мы гостей никогда не провожаем с пустыми руками. И сегодня от имени нашего телеканала у нас тоже есть для вас небольшой подарок. Это так мило. Говорит, это не обязательно было, мы совершенно не планировали. It's tradition for us. И это вот такой сувенирчик, вы можете пользоваться. Это мы там были. Да, это центр, это такой памятник Исмаили Сомони. И каждый раз, когда вы будете пользоваться им, вспоминайте наш канал. Нам очень-очень приятно, мы вас сердечно благодарим. Мы абсолютно не ожидали, и правда, это очень красиво. Всегда, пожалуйста, еще раз добро пожаловать. Давайте Спасибо. в конце сфотографируемся Конечно. вместе на память. Давайте. Дорогие телезрители, на этом заканчиваем нашу программу. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях были Кристина Титова и Рикардо из Мексики. И в конце мы бы хотели добавить момент. Таджикистан, Бабеш! Бабеш!